Таджикистанские милиционеры-пограничники погибли при отражении атаки на погранзаставу Ишкобод на границе с Узбекистаном. 15 нападавших убиты, 5 обезврежены и задержаны. Власти страны утверждают, что нападавшие боевики экстремистской организации «Исламское государство». Полный анализ ситуации, включение наших корреспондентов в Таджикистане, экспертные мнения, оценки и прогнозы. Все это в сегодняшней программе «Настоящее время. Азия». Депутат парламента Кыргызстана отказался отвечать на вопросы журналистки и нахамил ей. Извиниться соглашается, но не спешит. Что вы можете сказать по этому? Иди отсюда, говорю. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Начинаем с Таджикистана. Минувшей ночью около 20 вооруженных боевиков напали на пограничную заставу Ишкобод. Она находится в расположении воинской части Султанабад в районе Рудаки. Это примерно 60 километров к западу от Душанбе на границе с Узбекистаном. В результате атаки погибли пограничники и милиционеры. Их имена пока не разглашаются. Военнослужащим удалось уничтожить 15 боевиков. Еще 5 обезврежены и задержаны. Пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана распространил заявление. По информации ГКНБ, все нападавшие являются боевиками экстремистской организации «Исламское государство». Они проникли в Таджикистан со стороны Афганистана еще 3 ноября. Отмечу, что от ближайшей точки афганской границы до пограничной заставы Ишкобод порядка 100 километров. Контрразведчики Таджикистана также полагают, что боевики проникли в страну со спецзаданием. На данный момент сами представители группировки «Исламское государство» не взяли на себя ответственность за произошедшее. Информации немного. По данным Главного управления пограничных войск, во время боя нападавшие похитили 5 автоматов Калашникова. Информацию о личностях нападавших власти пока также не предоставили. Наши корреспонденты в Таджикистане попытались доехать до заставы Ишкобод, однако безуспешно. В настоящее время дорога в сторону района Рудаки, где произошел инцидент, частично заблокирована. Вдоль дороги стоят вооруженные силовики и блокируют проезд. По их словам, представителям СМИ не разрешается приближаться к месту происшествия. После нападения в столице Таджикистана Душанбе и прилегающих районах приняты беспрецедентные меры безопасности. Основные общественные места столицы взяты под усиленный контроль силовиков. Самые последние новости узнаем у нашего корреспондента в Таджикистане. С нами на прямой связи по скайпу из Душанбе Анушервон Арипов. Анушервон, привет. Информация о нападении на погранзаставу очень скудная. Расскажи, что еще известно к этому часу? Сейчас следователи проводят допросы боевиков. Таджикские власти объявили, что к вооруженному нападению на погранзаставу причастна террористическая группировка «Исламское государство». Однако там пока не взяли на себя ответственность за нападение. Атака произошла в 50 километрах от Душанбе. Сейчас дороги в прилегающих районах перекрыты. По всему Таджикистану усилены меры безопасности. Анушервон, скажи, почему официальные органы так скупо комментируют происходящее и не дают больше информации? Оценку действиям органов дать сложно. Стоит отметить, что информация о таких серьезных происшествиях в стране публикуется с задержкой. Правоохранительные структуры не делятся видеоматериалами, не созывают пресс-конференций. Короткие пресс-релизы, после которых возникает множество вопросов, публикуют на веб-сайте государственного информагентства «Ховар». Так случилось и в этот раз. Сотрудники пресс-службы МВД, погранвойск, Генпрокуратуры не выходят на связь. Последний раз информация на веб-сайте агентства обновлялась в 12 часов дня. То есть практически уже 8 часов наблюдается информационный вакуум. Анушервон, была информация, что пока еще ничего не известно о погибших милиционере и пограничнике. Может быть, уже сейчас, к этому часу, есть какая-то определенная информация. Если есть, то поделись. Да, действительно, житель сельсовета Исомбой, возле которого и расположена погранзастава, сообщил имя погибшего милиционера. Это участковый Бахром Косимзода. Сегодня в 3 часа дня прошли его похороны. Личность погибшего пограничника пока остается неизвестной. Анушервон, не могу тебя не спросить. Ты уже говорил о том, что сейчас меры безопасности усилены в Таджикистане. А вот какая сейчас обстановка непосредственно в столице Таджикистана, Душанбе? Практически все государственные структуры, они усилены сотрудниками внутренней милиции, внутренних дел. У них есть автоматы, это я видел собственными глазами. Также по центральной столичной улице, так называемая протокольная трасса, также наблюдаются посты МВД, сотрудников МВД с автоматами, с оружием.
Анушерван, и буквально еще один вопрос задам, коротко. Вот президент Эмомали Рахмон сейчас находится с визитом в европейские страны. Есть ли какая-то информация от него? Может быть, он какие-то сделал комментарии? Буквально несколько секунд. Их должны будут опубликовать на государственном информпортале Ховар, но до сих пор никакой информации не было. Последняя новость была опубликована в 4 часа дня о очередной встрече президента Республики Таджикистан в Швейцарии. Но никаких данных по нападению на погранзаставу и реакции президента не было. Анушерван, большое тебе спасибо. Продолжай следить за развитием ситуации. Мы обязательно будем говорить об этом в наших следующих выпусках. С момента провозглашения исламского государства в 2014 году на территории Таджикистана зафиксировано по меньшей мере 11 инцидентов, которые получили огласку в СМИ. За этот период наибольшая активность сторонников экстремистской организации отмечается на юге республики. Объектами атаки террористов чаще всего становились сотрудники силовых структур и иностранные туристы. Правоохранительные органы Таджикистана в борьбе с экстремистами чаще демонстрировали запоздалую реакцию. В половине случаев они не смогли предотвратить атаки, однако довольно эффективно раскрывали совершенные преступления. Акрам Абдукахор продолжит. Первый случай зафиксирован 30 августа 2015 года. В городах Нурек и Шахритуз сторонники экстремистской организации вывесили на столбах и зданиях черные знамена исламского государства. МВД задержало 14 человек. 12 марта 2017 года сторонник экстремистов из исламского государства в городе Курган-Тюбе изготовил и взорвал самодельные бомбы у зданий областной и военной прокуратур и дислоцированной в городе военной части 201-й российской дивизии. В результате взрывов погиб 1 человек. 4 июля 2017 года 4 родственников самоназванного военного министра исламского государства Гульмурода Халимова в Васейском районе ножом ранили сотрудника милиции. Они пытались проникнуть в Афганистан, но силовики их задержали. 29 июля 2018 года в Дангаринском районе 5 сторонников исламского государства совершили атаку на туристов из стран Запада. 4 погибли, 3 были ранены. В ходе операции силовиков 4 нападавших были убиты, а главарь атакующих задержан. 9 сентября 2018 года силовики задержали 38-летнего Бахридина Шаруфидинова. Житель Фархорского района пытался взорвать здание местного отделения милиции. 4 ноября 2018 года силовики задержали в Душанбе 12 сторонников исламского государства. По официальной версии властей, они собирались совершить теракт в комендатуре 201-й российской военной базы. 7 ноября 2018 года обвиненные в связях с ИГИЛ заключенные подняли бунт в худжанской колонии и убили 2 надзирателей. При подавлении беспорядков погиб 21 заключенный. 20 мая 2019 года вспыхнул очередной бунт в Ахдасской тюрьме. Сторонники исламского государства сначала захватили в заложники, а потом убили 3 сотрудников колонии. Также они убили 2 оппозиционеров и 1 проповедника. При подавлении бунта погибло 29 заключенных. Об атаке на пограничную заставу в Таджикистане мы поговорили с российским политологом, директором Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Московского государственного института международных отношений Андреем Казанцевым. Господин Казанцев, атака на погранзаставу произошла в День Конституции. В этот же день, в 1994 году, президент Рахмон был впервые избран президентом Таджикистана. Ну и к тому же в эти дни Рахмон совершает турне по странам Европы. Что это значит для Таджикистана? Есть ли в этой атаке какой-то символизм, как вы думаете? Символизм, конечно, есть. Он относится как к ситуации в самом Таджикистане, так и к ситуации шире, в региональном разрезе, в Центральной Азии и в Афганистане. Скажите, пожалуйста, вот пользователи социальных сетей высказывают мнение, что вот эта атака выглядит как-то неправдоподобно, якобы есть много вопросов. Вот, например, каким образом столько людей смогли пересечь участок границы, который усиленно охраняется? Что вы думаете по этому поводу? В данном случае я не могу строить никаких гипотез до тех пор, пока неизвестно больше деталей относительно позиции таджикской стороны и неизвестно какие-то детали относительно позиции узбекской стороны. Поэтому мы можем комментировать, лично я как эксперт могу комментировать только общий контекст ситуации, то есть насколько оно связано с реальной угрозой.
терроризма, религиозного экстремизма в самом регионе Центральной Азии и с ситуацией в Северном Афганистане, которая сейчас сложилась. Ну и, соответственно, с контекстом таджикской ситуации. По деталям это, конечно, нужно просто расследовать, что там реально имело место. Пока по имеющимся сообщениям не вполне понятно. Ну вот действительно, информации пока очень мало, но власти уже заявили, что нападавшие являются боевиками исламского государства. Скажите, а что вообще происходит со сторонниками этой группировки в Центральной Азии сейчас? Насколько они сильны? Речь следует говорить скорее о регионе Центральной Азии, Афганистан как едином в данном контексте, потому что, безусловно, в самой Центральной Азии постсоветской сейчас таких зон, неконтролируемых местными государствами, нету, где помогло укорениться исламское государство. Поэтому речь следует вести прежде всего о неком едином комплексе. Дело в том, что в Северном Афганистане сейчас находится достаточно много сторонников разного рода этнических группировок, выходцев с постсоветского пространства, уйгуров и так далее, которые в том числе ассоциируют себя и с исламским государством, но также и с Аль-Каидой. Речь не обязательно идет о боевиках непосредственно напрямую связанных с подразделением ИГ «Хорасан» афганским, который, как известно, претендует и на Центральную Азию как свою зону операции. Речь идет о большом количестве группировок, которые постоянно меняют флаги в зависимости от источников финансирования или тех или иных политических аффилиаций. Иногда они могут аффилировать себя официально с Талибаном, иногда с исламским государством, иногда с Аль-Каидой, иногда даже и с другими государствами или структурами, в зависимости от источников финансирования. Вот чаще всего, когда говорят об исламском государстве в контексте Центральной Азии и Северного Афганистана, имеются в виду именно вот такие группировки с очень сложной идентичностью. В отличие от чистого ИГ «Хорасан», которое есть прежде всего на востоке. Еще такой вопрос. Вот в Таджикистане за последнее время произошло несколько инцидентов, объявленных террористическими актами. Нападение на иностранных туристов, 2 бунта в колониях, как вы помните. Власти тогда также заявляли, что организаторами являются члены исламского государства. В этой связи хочется спросить, вообще насколько подобные атаки представляют угрозу для правления, собственно, президента Рахмона? Ну, если речь идет о том, могут ли какие-то отдельные террористические акты привести к свержению существующего правительства в Таджикистане, то, конечно, нет. А в контексте раскачивания ситуации, конечно, это имеет место. В Таджикистане очень сложная социально-экономическая ситуация, очень сложная политическая ситуация в последние годы создалась. И последний момент, который важен, опять-таки, атрибуция тех или иных террористических группировок, действующих в Центральной Азии, непосредственно к исламскому государству, это очень сложный вопрос. Как правило, непосредственная атрибуция не прослеживает, но опосредованные связи есть. То есть речь может идти о людях, которые либо в какие-то моменты выражали свою преданность руководству исламского государства, либо были связаны с какими-то источниками финансирования, связанными с исламским государством и так далее. Проблема в том, что террористические группировки, в которых состоят таджики, узбеки и так далее, они, как правило, именно постоянно меняют флаги в зависимости от политической ситуации. Знаете, это какая-то такая черта, свойственная именно данному региону, ну и вообще постсоветскому пространству. Ну и как мы уже рассказывали, сегодня в Таджикистане красный день календаря. В стране отмечают 25-летие Конституции, причем власти называют свою Конституцию одной из лучших и самых проработанных в мире. Экономические, политические и социальные достижения якобы были бы невозможны без основного закона, регулярно заявляют в правительстве. Так ли совершенна Конституция Таджикистана и насколько сами власти ее соблюдают, Анушервон Арипов расскажет. Трижды за 25 лет со дня принятия Конституции Таджикистана в стране проводились всенародные референдумы по внесению поправок в основной закон страны. На последнем референдуме в 2016 году в Конституцию внесли 41 поправку. В том числе были сняты ограничения для президента Эмомали Рахмона на количество президентских сроков. Регулярные изменения власти объясняют совершенствованием Конституции. Все это делается согласно официальной точке зрения для достижения высоких экономических, политических и социальных результатов. Благодаря тому, что мы приняли эту великолепную конституцию, мы строим новейшее государство таджиков и достигаем таких отличных результатов. Благодаря этому документу мы сегодня пишем нашу историю как независимое государство.
Председатель последней оставшейся в стране оппозиционной партии Рахматило Зоиров не согласен с представителями правящих кругов. По его словам, изначально Конституция была полуавторитарной, и с каждым референдумом демократических ценностей в ней оставалось все меньше. В 2003 году вот эта авторитарная система, она по существу возобладала и были установлены не предпосылки, а сам фундамент авторитарной республики. Что касается уже изменений в 2016 году, то эти изменения окончательно превратили Конституцию Республики Таджикистан из полудемократичной полностью в авторитарную, даже более того, в тоталитарную Конституцию. Депутаты от правящей партии с уверенностью заявляют, что Конституция страны одна из лучших в мире. Правда, как именно они к этому пришли, на какие данные ссылаются, непонятно. Наша Конституция может ответить на большинство вопросов и проблем современного Таджикистана. Наша Конституция входит в топ лучших основных законов всего мира, благодаря тому, что дарует гражданам страны свободу и гарантирует основополагающие права человека. Конституция страны выдвигает права человека на первое место, поэтому сегодня для жителей Таджикистана это один из важнейших праздников. В Конституции Таджикистана 10 глав и 100 статей. По словам Зоирова, 70 статей просто противоречат друг другу. И о совершенстве этого закона и говорить не приходится. А в данном случае получается, в Конституции закрепляют лидера нации и так далее, которого все называют Джанобу Оли, которого нельзя в условиях республиканского строя. Это недопустимо. Юрист и правозащитник Дильшот Джураев утверждает, что в Таджикистане Конституция существует отдельно от народа и никем не соблюдается. Даже адвокаты не ссылаются на основной закон страны в судебных разбирательствах. Ну, во-первых, Конституция закрепляет, что человек не может быть признан виновным иначе, как по приговору суда, вступившего в закон в силу. То есть презумпция невиновности. Да? Но зачастую наши суды, когда им уже дело поступает, они уже считают, что человек он есть виновный и практически всегда выносит обвинительный приговор. День Конституции в Таджикистане официальный выходной. Однако никаких специальных мероприятий и митингов в стране в этот праздник не проводится. Анушервон Нарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. Депутат парламента Кыргызстана отказался отвечать на вопросы журналистки и нахамил ей. Извиниться соглашается, но не спешит. Что вы можете сказать по этому? Иди отсюда. Мы продолжаем нашу программу. Уже к концу этого года стоимость интернет-услуг в Узбекистане, как ожидается, снизится на 15-20%. Об этом сообщил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Кахрамон Юлдашев. По его словам, стоимость доступа в интернет для операторов и провайдеров за последние 9 месяцев упала на 29%. Юлдашев сообщил, что Узбектелеком в 2018 году реализовал крупный проект и увеличил пропускную способность международного интернет-канала в 10 раз со 110 гигабит в секунду в начале года до 1200 гигабит в секунду. Чиновник полагает, что сеть развивается в Узбекистане быстрыми темпами. Если мы не продолжим следующую фазу международного проекта по пропускной способности в ближайшие несколько лет, мы, вероятно, не сможем удовлетворить требованиям. Сейчас для предотвращения этого ведутся работы над второй фазой технического проектирования, добавил Кахрамон Юлдашев. При этом он отметил, что в Узбекистане насчитывается 478 населенных пунктов, которые не имеют доступа к мобильным услугам. Беларусь отказалась экстрадировать в Таджикистан оппозиционного активиста Фархода Одинаева. Ранее запрос об аресте и выдаче Одинаева белорусским коллегам направляла Генеральная прокуратура Таджикистана. На родине оппозиционер обвиняется по 2 статьям Уголовного кодекса. В частности, ему приписывают членство в запрещенной организации в активном участии в финансировании и агитации экстремистской деятельности. Ранее Фарход Одинаев руководил телеканалом Сафо ТВ, который вещал из Москвы и освещал проблемы мигрантов в России. Заявлялось, что канал поддерживает запрещенная в Таджикистане партия Исламского Возрождения. Сами представители Сафо ТВ и лидеры ПИФТ уверяли, что телеканал не имеет никакого отношения к этой политической организации. 25 сентября Одинаева задержали на границе с Литвой. По приглашению организаторов он направлялся на ежегодную конференцию Бюро по демократическим институтам и прав человека ОБСЕ. 1,5 месяца активист находился в СИЗО.
Ряд международных правозащитных организаций не раз обращались к властям Беларуси с просьбой отказать в экстрадиции Одинаева. Защита не раз заявляла об угрозах пыток и произвольного преследования журналистов в случае выдачи таджикистанской стороне. Очень рады и приветствуем то, что решение Генеральной прокуратуры в результате в отказе в выдаче, но в то же время на сегодняшний день Фарход еще не на свободе. У них есть всего 2 месяца на срок его содержания под стражей, то есть до 25 ноября. Но сейчас угрозно ждут оригиналов документов из Генеральной прокуратуры, и как только они поступят, его обещают отпустить. В то же время, по практике предыдущих дел, иногда наши миграционные службы сразу задерживают человека и оформляют ему принудительную высылку. В случае с Фархода это не очень безопасно, поскольку его тогда принудительно вышлют в Россию, где, по утверждению наших коллег из России, ему тоже может угрожать опасность, несмотря на то, что у него есть гражданство Российской Федерации. Кыргызстанское издание «Клоп» опубликовало видео, на котором депутат парламента от фракции Кыргызстана Азизбек Турсунбаев хамит журналистке. Корреспондент издания задала Турсунбаеву вопрос, легально ли он получил участок в парке Ататюрк в центре Бишкека, на что получила неожиданно резкий ответ. Джибек Бигалиева попыталась узнать у депутата его версию. Громкое расследование независимый ресурс Клоп KG опубликовал в конце октября. Журналисты выяснили, что разные высокопоставленные чиновники, депутаты, в том числе бывший президент страны, получили участки в парке Ататюрка прямо посреди Бишкека, хотя по закону это особо охраняемая зона. Накануне Клоп KG опубликовал видео, где депутаты парламента объясняют, каким образом они получили эти участки. Один из парламентариев заявил, что его дом построен законно, потому что уже прошло 13 лет. Второй сказал, что не готов отвечать на этот вопрос, а третий просто нахамил журналистке. Что вы можете сказать об этом? Иди отсюда, бро. Иди отсюда, бро. Видео моментально разлетелось по соцсетям. Несколько гражданских активистов даже запустили флешмоб «Сам пошел вон». «Проси прощения, или мы завтра в 10 часов придем за тобой», написали они в Фейсбуке. Материал об инциденте опубликовали почти все новостные агентства. Связаться с Азизбеком Турсунбаевым нам не удалось. Вот как прокомментировал эту историю помощник Турсунбаева, который, по его словам, видел, как происходил разговор. Я им сказал, что депутат сейчас на сессии, интервью дать не сможет. Но они продолжали стоять у дверей. Тогда я позвал их и спросил, что за вопрос. Они его задали. Я им рассказал, что депутат давно вернул тот участок. Однако журналистка сказала, что в госрегистре участок оформлен на его имя. Я сказал, что им нужно идти в госрегистр. Они ушли, а потом снова вернулись. Журналистка атаковала депутата своими вопросами, перегородила дорогу и не давала ему пройти. Того, как журналистка блокировала дорогу депутату, на кадрах не видно. Однако его помощник все равно считает, что журналистка сама виновата в том, что депутат ей так грубо ответил. В итоге, после целой волны недовольства в интернете, Азизбек Турсунбаев заявил, что готов извиниться перед журналисткой. Но, как мы только что выяснили, скандальный депутат с нашей коллегой из Клоп KG не связывался. Турсунбаев не звонил и не извинялся передо мной, и, в принципе, я в этом не нуждаюсь. Но то, что люди встали на мою защиту, это довольно мило, и это означает, что у них есть своя гражданская позиция. Сейчас, как раз накануне профессионального праздника журналистов в Кыргызстане, все вспоминают историю, которая произошла еще летом. Губернатор Чуйской области тогда отказался отвечать на вопросы другой журналистки, объяснив это тем, что ему не понравилось ее лицо. Лицо, ваше лицо мне не нравится. Да, и только очень неприятное лицо ваше, да. Тогда десятки корреспондентов в телевидении, разных сайтов и газет одновременно приехали на интервью к чиновнику. Абдраимов от неожиданности даже закрылся в своем кабинете и просидел там несколько часов. Но даже после этого извиняться перед журналисткой бывший полпред правительства в Чуйской области отказался, а через несколько дней его попросту уволили. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До встречи. В Крыму возбуждены уголовные дела. Придерживались своей религии. Тяжело это было все слышать. Ну, представьте, сидя в машине, двери-то, окна открыты, а мальчишки кричат: да, отпустите моего папу. Ношение платка – терроризм уже. Ношение бороды – терроризм. Вот ментально крымские татары – это борцы. Это попытка остановить те репрессивные действия, которые происходят. Смотрите «Крым. Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». Сначала, конечно, может показаться, что это история про доярок, но это на самом деле не так. Я с сестрой были еще маленькие, в школу мы ходили, не помню в какой класс, но все друзья-подружки идут гулять.
А мы с сестрой: мама с папой, научите нас коровдыть.